بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулилlah, вассалату вассаляму аля расулилlah. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья, мы продолжаем свои уроки по толкованию Корана. На предыдущем уроке мы рассказывали про качество иудеев, про обращение Аллаха Субхану к иудеям, чтобы они не скрывали истину от обычных людей, чтобы они последовали за пророком Мухаммадом, как описывалось в их священных книгах Торате, Забуре, Инджиле. И на этом уроке, иншаллах, мы также продолжим. 44 аят сура Аль-Бакара. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Атамуруна ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаба афала та'қилун. Садакаллаху азим. И вы призываете людей к добродетели, забыв о себе. Ведь вы же читаете книгу, неужели вы не образумитесь? Уважаемые братья, в этих аятах обращение не только к иудеям, но и к нам тоже. То есть, разве вы будете призывать к добродетели людей, забывая о себе? Так вы читаете книгу, здесь имеется в виду то, что иудеи читают свою книгу, Торат, да, уважаемые братья, и то, что ему тоже, верующие тоже, ученые тоже, знающие, тоже мы читаем Коран, и вы призываете других, но вы забываете о себе. Афаля та'ақилун, разве вы не разумеете? Обращение идет ко всем. Поэтому этот пример обращения не только к иудеям, но и ко всем верующим. Как же вы, люди Писания, постоянно говорите о праведности и повелеваете другим благое, но забываете о самих себе? Ведь вам известно качество посланника Аллаха, последнего пророка. Но почему же вы не следуете за ним? Неужели вы не видите явного противоречия между вашими словами и действиями? Так Аллах Субхану, Он обращается к иудеям. На людей возложено две обязанности. Это повелевать благое, одно, и самим его совершать, то есть совершать благое. Также отстранять от зла и самим также отстраняться, уважаемые братья. А то, что они не совершали сами то, к чему призывали. Здесь то что, да, это, уважаемые братья. И если человек сам не совершает некого благого действия, то это не означает, что он не должен к этому призывать. То есть призыв это одно, а совершение это другое. Два веления Всевышнего Аллаха Субхану. Имам Ибн Касир рахмахуллах пишет, смысл порицания этого омерзительного поступка иудеев Всевышнего Аллаха Субхану и указание на их ошибку состоит в том, что они забывали о себе, повелевая благое. Не в самом факте того, что они повелевали благое, но в том, что они сами не делали этого. То есть они побуждали других, призывали, это благое, это хорошо, да, но они забывались о себе, но сами не отстранялись от этого всего. И повелевание благое известно и обязательно для ученого, также для всех людей, но ученые в первую очередь, и эти люди, все мы должны думать о себе тоже. И его слова не должны расходиться с действием. То есть тот, кто призывает, любой призывник, уважаемые братья, он должен и сам стараться соблюдать это все и призывать к этому. В аяте, где говорится слова Шуайба алейхиссалям, «Вама уриду ан ухалифакум иля ма анхакум ан, ин уриду илля ислаха мастата'ту, вама тауфиqи илля биллахи, алейхи таваккальту, ва илейхи униб». Садакаллаху азим. Слова пророка Шуайба алейхиссалям: «Я не хочу отличаться от вас», это он говорит своему народу, «совершая то, что я запрещаю вам. И я хочу только исправить, что могу. Помощь лишь от Аллаха. На Него я уповаю и к Нему обращаюсь». Слова были Шуайба алейхиссалям к своему народу. И повеление одобряемого и его совершение — это обязанности, и неисполнение одной из них не снимает другую. И это самое достоверное мнение ранних ученых и также поздних ученых, уважаемые братья. Некоторые ученые сказали, что совершающий грех не имеет права запрещать совершать его другим. И это слабое мнение. И еще слабее то, что они приводят этот аят в качестве довода, поскольку в нем нет доказательства этому.
Но правильное мнение сказать в том, что ученый обязан повелевать благое. Каждый человек, который призывает к религии, он должен обязан повелевать благое, даже если сам его не совершает, и запрещать порицаемо, даже если сам не отстраняется от этого греха. Имам Малик, рахимахуллах, передал от Рабиа, рахимахуллах, что он слышал, как Саид ибн Джубейр радхиаллаху сказал: если бы повелевал благое и запрещал порицаемо только тот, кто сам следует тому, к чему призывает, то никто бы не повелевал благое и не запрещал зло. Имам Малик также сказал то, что он прав. В ком же нет никакого изъяна? Во всех нас есть изъян, уважаемые братья. А также в одном хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть непременно призывайте к добру и запрещайте от зла, даже если вы сами не соблюдаете этого. Почему? Потому что, уважаемые братья, тем самым человек, он отстраняется от этого всего. И потихоньку к этому он идет. Мы же не пророки, мы не ангелы, мы не идеальны. Как сказано в хадисе, «Кулли ибни Адама хатта», каждый из сынов Адама алейхиссалям является грешником, который оступается. «Ва хойрул хаттаин ат-таввабун». А лучший грешник это тот, который кается перед Всевышним Аллахом. Поэтому, и это касается и ученых тоже, и всех тех, кто призывает к религии. Если вы даже не соблюдаете этого всего, вам непременно нужно стараться соблюдать и стараться дальше призывать. Потому что именно посредством призыва мы исправляемся. Посредством призыва, уважаемые братья. Потому что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе продолжение сказал то, что если вы оставите призыв к религии, призыв к добру и запрет от зла, Аллах сделает так, что смешает ваши сердца с сердцами грешников. И также то, что вы будете молить у Аллаха, и Он не примет ваши мольбы. Поэтому, чтобы такая участь нас не коснулась, уважаемые братья, нам нужно сделать так, чтобы мы сами отстранились от этого всего и старались отстранить других тоже. Сами совершали эти благие дела и призывали других к благим делам. Наша община отличается от общин других тем, что мы уверовали в Аллаха и мы призываем к вере. Мы совершаем поклонение айбадат и мы призываем к айбадат поклонению. Мы сами отстраняемся от всего недозволенного и других стараемся отстранить от этого всего недозволенного. Вот таков наш путь. Поэтому наша община, она, уважаемые братья, выше других общин и первее зайдет в джаннат. Лучше других общин. И потому что то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он последний пророк, и мы именно из его общины. Так же, как и его превосходство над другими, уважаемые братья. Следующий аят. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. «Васта'ину бис-сабри вас-саля, ва иннаха лакабиратун илля а'лял хаши'ин». Ищите помощи Аллаха в терпении и намазе. Поистине он намаз трудное дело для всех, кроме смиренных. И на своем пути к счастью в вечной жизни ищите помощь в терпении и молитве. И некоторые ученые сочли, что под терпением здесь подразумевается пост. Поэтому, как указал имам Аль-Куртуби, Рамадан называют месяцем терпения. И поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-сауму нисфу сабр». То есть пост это половина терпения. Другие ученые посчитали, что терпение в этом аяте это отказ от грехов, и поэтому это повеление упоминается вместе с повелением совершать поклонение наивысшей формой, которая является намаз. То есть будьте терпеливы посредством намаза. «Васта'ину», просите помощи у Аллаха посредством терпения и намаза, уважаемые братья. В тафсире, аят, поистине он, намаз, трудно делать для всех, кроме смиренных. Об этом имам Куртуби, рахимахуллах, в своем тафсире говорит, что Всевышний Аллах в этом аяте упоминает такое важное качество верующих, как смирение. Это хушу на арабском будет. Хушу. Она означает спокойствие сердца, в осознании собственной ничтожности перед Всевышним Аллахом Тааля, осознавая величие Всевышнего Аллаха. Приобретя это качество, человек начинает получать удовольствие от поклонения Аллаху Тааля. Иногда даже плоды смирения проявляются во внешнем облике верующего, в его манере поведения. Он всегда вежлив и скромен, выглядит как человек, утративший тщеславие, высокомерие и самовлюбленность. Если человек не обладает подлинным и смирением в сердце, а лишь притворяется, демонстрируя внешнюю скромность, то он не может считаться обладателем хушу, говорил имам Куртуби, рахмахуллах. Однажды, увидев юношу, сидящего скромно, опустив голову, халиф Умар ибн Хаттаб, радиллаху анху, сказал ему: «Подними голову, юноша,
Смирение это качество сердца. То есть, если ты опустишь голову, это не значит, что смирение это. Подними голову, да, не будь горделивым, но будь таким стойким верующим, а так как смирение это качество сердца, а не головы. Да? Ибрахим Нахи, рахимахуллах, сказал, смирение не означает носить грубую одежду, плохую одежду, есть грубую пищу и ходить с опущенной головой. Смирение это сердце, качество сердца, оно относится это означает относиться одинаково к знатному человеку и к униженному в вопросах истины. Ко всем одинаково относиться. Увы, уважаемые братья, мы не можем в сегодняшний день так делать. Это наша слабость. А нам нужно стараться, чтобы ко всем, к простолюдину и к чиновникам, и ко всем относиться одинаково в вопросах истины. И очистить сердце от всего, кроме Аллаха Тааля, и выполнения его повеления. Хасан аль-Басри рахмахуллах также сказал, халиф Умар анху говорил настолько громко, что было слышно его. Ходил он быстро и бил он сильно, когда бил человека. При этом он был без сомнения человеком с подлинным смирением сердца. Как описывает его Хасан аль-Басри рахмахуллах, это был табин, уважаемые братья, уже сподвижника халифа посланника Аллаха Умара ибн Хаттаба. Хотя этот аят обращен к иудеям, его смысл имеет общий, он относится к верующим тоже. То есть, и мы тоже, уважаемые братья, должны, то есть, посредством терпения, посредством намаза обращаться к Аллаху Тааля. Ищите помощи для отказа от неверия, куфра и отречения от мирских благ в терпении и намазе. С терпением и намазом вам будет легче отказаться от этого всего. Воистину намаз оберегает от мерзкого и предосудительного. Как сказано в аяте, «Инна ссалята танха аниль фахшаи валь мункар». Поистине намаз оберегает от мерзкого и предосудительного. Уважаемые братья. Следующий аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Они те, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и обязательно вернутся к Нему. Намаз это тяжкое бремя. Вот предыдущий аят сказано, да, то есть намаз является большим бременем. Лишь для богобоязненных она является нормой, да, то есть не бременем. А их не качество, а они, которые убеждены, богобоязненные, убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и обязательно вернутся к Нему. Намаз это тяжкое бремя для всех, кроме смиренных, которые уверовали в судный день и ждут встречи со своим Создателем. Следующий аят. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. О потомки Израиля, помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что я дал предпочтение вам перед мирами, то есть другими народами того времени. Всевышний Аллах Тааля перечисляет, продолжает перечислять иудеям различные блага, которые он одарил их и выделил среди пророческих народов. Всевышний Аллах Тааля говорит в другом аяте: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. И мы избрали их, иудеев, по нашему знанию и возвысили их над мирами, то есть над другим народом того времени. Он отдал предпочтение вам перед мирами, толкование, имеется в виду перед народами и общинами, существующими в те времена. Потому что нет никаких сомнений, что умма, община пророка Мухаммада является лучшей из всех общин, и она первее войдет в джаннат. Следующий аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Остерегайтесь того дня, когда ни один человек ничем не поможет другому, и не будет принято от него ни заступничество, ни выкуп, и никто ему не поможет. То есть судный день. Перечислив милости Всевышнего Аллаха Тааля, устрашает иудеев своим наказанием и говорит: остерегайтесь того дня, то есть судного дня. Не будет принято от него ни заступничество, не будет принято заступничество неверующих в отношении неверующих. То есть не будет принято заступничество неверующих и в отношении неверующих тоже. Однако есть единогласное мнение иджма ученых насчет того, что нужно верить в заступничество пророков, праведников и мучеников, шахидов, которые являются милостью Аллаха Тааля и который произойдет
и которое произойдет согласно его воле Аллаха Субхану и по его дозволению. Всевышний Аллах Субхану в другом аяте говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, фальяума ла ю'хазу минкум фидьятун вала минал лазина кафару ма'вакумун нар, хия маулакум ва би'саль масир». Сегодня же не от вас, лицемеров, не от неверующих не примут выкупа. Ваша обитель будет ад, ваше место в аду. Как же ужасен этот итог. Иначе говоря, уважаемые братья и сестры, то, что заступничество иудеев не будут приняты, и христиан, неверующих, их не будет принято. А будет принято заступничество лишь нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, шафаат, а также заступничество праведников и мучеников, которые пали на пути Аллаха. Вот их заступничество, она будет принята. Поэтому, иншаллах, Аллах остерегает в этих аятах. Это остережение не только иудеям, но и нам тоже. Те люди, которые сегодня считают себя иудеями, считают себя христианами, а хотя являются общиной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они были рождены, начиная от времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как он пришел пророком, уже прошло более 14 веков и вплоть до судного дня. Все люди, какой бы национальность ни был, какой бы раса ни были, кем бы они себя считали, иудеи, христиане, там, буддисты и так далее, они все являются общиной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И они должны принять ислам, истину и последовать за пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому пускай Аллах Субхану ведет нас прямым путем, путем тех, кого Он облагодетельствовал, путем пророков, праведников, не путем тех, на кого пал гнев, и не путем заблудших. Субханик Аллаху ва бихамдик, нашхаду ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Алхамдулиллахи раббил аламин.